Умер основатель крупнейшей в России финансовой пирамиды Сергей Мавроди. По косвенным оценкам экспертов, пострадало около 10 миллионов человек. В феврале этого года прекратила свою деятельность компания, которая обещала своим вкладчикам немыслимые проценты. Люди оформляли кредиты и продавали свое имущество, чтобы в скором времени окупить свои вклады и быстро разбогатеть. Тем, кому повезло, смогли забрать свои деньги, а те, кто остался в крупных долгах, думают о том, как выбраться из этой долговой ямы. Миллионер за месяц. Тема нашего сегодняшнего разговора. Здравствуйте! В начале этого года вкладчиков и жителей республики потрясла новость о том, что одна из финансовых пирамид лопнула. Топы уехали отдыхать за счет вкладчиков, так говорится в соцсетях. Изо дня в день в интернет поступала новая информация о некогда успешном бизнес-проекте. Мы поговорили с одной вкладчицей, которая вложила деньги. Что она нам рассказала? Ағам башы тағайбет етенікке. Антын мағын көтірі ұллығы тағаны рисктен сөйбет көрөйті. Мұны сүйіз бүйіған оқ бұппыт. Атақ бұлағана, ол ұбайыманнан кербіп боламын, он түхіншатын сразу бұппыт. Онына бұлағана үсер үй күрдігі бұппыт көрөйті. Антын ұжасты албыда. Еккіз инвестициям ол глобал ден, көрінсі глобал ден. Қалауыра үсмех арық бұтын басадын тұран. Ол үсмех ақпын қаян барамын. Примерно 20 тысяч курдыкл бытым. Антон эместе албыта. Ол глобалга булагана бу жинна хабитти ханапыт онна сентябрга хаңарылы бытайда короче. Олехен бир хыл явно эле лира боло ханапыт. Антут. Эхасы елевде. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Хыл аңарар елевде. Хотелось бы задать аудитории вопрос. Как вы думаете, почему люди вступают в подобные авантюры? Я считаю, что вот совершенно не думают. Хотят быстро нажить себе деньги. И вот получается, вступают в такие вот сайты. А нет, чтобы нормально устроиться на работу, нет, чтобы серьезно задуматься о своем будущем, а потом плачут и ноют, где вот эти деньги мне достать. Но я немножко не согласна с ней, потому что, как мы все знаем, все молодые люди — это студенты, да? А студенты, как правило, не могут как бы подработать, а вот именно просить у родителей как-то это, наверное, некрасиво даже. И вот поэтому они вступают в подобные вот системы. Я думаю, что дело не только в том, что у студентов не хватает времени. Я думаю, что молодым хочется легких денег, хочется ничего не делать и зарабатывать. То есть дело, скорее всего, еще и в этом. Давайте узнаем мнение самой Нары. Она нашла в себе силы прийти на нашу передачу и рассказать свою историю сама. Давайте поприветствуем. Нария, добрый день. В первую очередь мы хотим поблагодарить тебя за то, что ты пришла сюда и решила рассказать свою историю. Давай разберемся. Аудитория считает, видишь, что тебе, возможно, вскружили голову красивыми словами. Расскажи, как все было на самом деле? Почему именно глобал? Атын мен алак инне булана үсмәһәнең килбите булакны инне белән барган тагыстам ди. Ике берәннән килбите мен аны то пакет албыдым. А кто-то еще был, кроме тебя и твоих родителей? Может быть, родственники или друзья какие-то? Да, конечно. А ты их сама приглашала? Да. А сколько людей ты пригласила? Примерно 50 с чем-то. Они также потеряли какую-то часть денег, верно? Да. Это были студенты, да? Атын арахтара җидерем улахан састахчылар. Халывра үлелер ханастахчылар. Сколько они вложили, если не секрет? Атын арас булади халывра бирежим бион тенче курдугу антан бирежим булана сүскә тердән баран битәргә бутаны онны истәл бута. Атын ал халывра бу менә тох депрессияга, стресске төспек хеден хогатем мен тохпынан. Ты своих родственников, получается, вот позволила им вступить в этот макси-райс, ты знала, чем это кончится, и вот они, получается, страдают именно от этого. Они хотя тебя, конечно, этого не покажут, но именно твои родители, они понесли убытки, твои родственники. Тебе не стыдно? Халура химбир кихи атын өйдәх төвләх булан химбир килер булади. Аны халура химбир кинләргә мен әппипин киннәр сәргән кидәхтәрәҗә халура итәгән дип күдек. Атын мен киннәргә гарантиялап атак булам дип точно мен кайга. В любой момент кайын хәпна риск тахтын хәп дип күдек. Бәйләре хаян кидәхтәрәҗә химбир риск тах булан белән торын.
Вот хотелось бы задать вопрос представителю УПЭПа. Можно ли считать людей, которые привлекли других людей в финансовую пирамиду, виновными? Нет, конечно, нельзя. Они же действуют, если расценивать их действия с точки зрения закона, то они действуют точно так же по той программе, которую ей навязала та или иная организация. То есть с целью действительно реализации какого-то проекта. То есть людям же обещают стабильный заработок, получение каких-то процентов от деятельности какого-либо проекта. Человек верит и, конечно, на полном серьезе, не осознавая то, что вовлекает, скажем так, в финансовую пирамиду своих близких людей, приводит туда новых участников. Да. Вас что подкупило вот в этих финансовых пирамидах? Это фотографиялар мен инстаграмнан көргөн. Оннан итегебизин просто ол global game барта менек сотына жерде холор күнгө мандыгылар булакана ыйга бачча, онна тох холора хылга бачча болар янаны хылтан холора көгөртер булак бир хылгар шептан кайыр булак бити. Аны ол хылтан баччана кайыр булак бу баччаны бары гыран такарай пиппаттай. Вот как раз-таки, если говорить, да, о мнении каком-то вот экспертном, то у нас как раз наша героиня и пояснила, что фотографии красивые, да, обещания, они просчитали какие-то свои проекты, даже на год просчитали вы, да, то есть на ближайшее какое-то время, не короткий срок вложения, поэтому они, в принципе, рассчитывали, что это какая-то некая инвестиция, что это все, понимаете, это все красиво преподнесено из такой вот коробочки с бантиком, да, а внутри это пустышка оказывается. Ты говоришь об инвестициях, да? Я бы хотела спросить у Светланы Романовны Колодезниковой, наш финансовый эксперт. Скажите, пожалуйста, что такое инвестиция и можно ли считать то, что предлагают финансовые пирамиды, инвестицией? Добрый день. Инвестиции – это вложение средств с целью получения дохода. В принципе, наверное, молодежь так и считает, что они вкладывают с целью получения дохода, да? Но когда мы говорим о доходе, всегда нужно иметь в виду, о каком доходе идет речь. То есть, если вам обещают 1% в день или 2% в день, то понятно, что нет таких инструментов, которые могут вам позволить заработать такие деньги. То есть, очень большие доходы могут быть гарантированы, ну, в частности, со стороны финансовых пирамид, только, наверное, за счет вкладов других участников. Сейчас очень модная тема, опять-таки, криптовалюты, но тоже надо понимать, что криптовалюты, их количество уже перевалило за 1000, и очень многие люди, которые хотят вкладываться в криптовалюты или считать себя инвесторами, на самом деле даже не понимают, что это такое. То есть если мы говорим об инвестициях, если мы хотим на этом действительно зарабатывать, а не терять свои деньги, все-таки надо смотреть, что это такое и с чем это едят. И за счет чего мои деньги там произрастают. Спасибо. Вот, Нарея, скажи, пожалуйста, а как вы вообще осмелились дальше пойти? То есть вам не страшно совсем было еще раз потерять деньги? Максирайс билигин эсидан тыннах фулайи, антан глобал эстивитес найи. Антан бу билигин просто имея карандан кирбидим, ано багар эссе эрболар булагана хай. Это какая-то игра для тебя или, как сказать, зависимость, может быть, или просто тебе интересно вот куда-то вложить, как лотерея какая-то? Это не то, что зависимость, просто ник боровалнан карбидим халавренник болара виттуди кутук. Это имбир. А сейчас ты вообще готова в дальнейшем еще куда-то вкладывать деньги? Это хох. Уже тип. Это имбир халавра халантан каччит испеден имбир кивара билен туран угар булайы, но просто ник бидемет и ник риск тахат буладен. Прежде всего вы должны понимать и спросить, а куда вы инвестируете те денежные средства, которые я вам приношу? В какой проект? Чем занимаетесь вы конкретно? Куда вы это все инвестируете? Куда я инвестирую? И если нет ответа на этот вопрос, либо он как-то скомкан или непонятен, конечно, понятное дело. Я думаю, что наша участница, она понимала, что такое, что это пирамида, действительно. Я хотел спросить, в первый раз, когда вы делали вклад, вам было страшно или что? Какие чувства вы чувствовали? Эти бастан максирайс кенерки дахпативе, он наулана бары билем баран кирбит, он рекортол куйданан каян барамат, холора бутух тугон манек отзывы ген аган барамат, но бары били холора мин бемере кирбит маун который он увайме ме тох булахтарая. Инне связано ее курд, оно
Антон токуйдан барамыт уган көрөк кабы жоннор да хайылар багар бихи хадаганы менек тох дип күрдүк. Атын багар бихи хадаганы менек табыллы дип күрдүк хаябыт. Можно еще? Я бы хотел тут, может быть, как бы рекомендацию дать, да, вот вы вот сейчас в таком молодом возрасте, да, инвестиции, я все-таки считаю, это нечто долгосрочное, вот, в отличие от спекуляции, которые сегодня купил, завтра продал. Вот именно в вашем возрасте, да, сейчас самое время делать какие-то вот долгосрочные инвестиции. Вот есть такой миллиардер Уоррен Баффет, наверное, все его знает, да, он говорит, почему я такой богатый? Потому что я там первую акцию свою купил там 18 лет, да, а сейчас ему 90. Вот. Поэтому даже небольшие деньги, если вы сейчас вот в этом возрасте будете вкладывать не в пирамиды, да, а в какие-то более, скажем, консервативные инструменты, более понятные, то у вас есть возможность, да, действительно какую-то внушительную сумму уже иметь там через определенный период, когда действительно вам деньги реально будут очень нужны. Но я опять-таки хотел подчеркнуть, при долгосрочном инвестировании, вот я как-то вот просто на Excel посчитал, да, вот, если 10 тысяч рублей положить под 15% на 100 лет, то к концу этого срока будет 10 миллиардов, больше 10 миллиардов рублей. И поэтому я бы вам рекомендовал прежде всего все-таки не относиться так к легкомысленным деньгам. Вот. Скажи, Нары, вот тебе предлагают другие пути, да, зарабатывания денег на инвестициях. Как ты думаешь, ты готова к такому? Мен харикаламалатахтара дибумандык эти инвестиция тоғынына ол избирбан ин тугунан бихи билбәппит булади. Будан элбах информацияны билбәппит орен қолбыра, оны билерме бит олар онны угометеди. Я думаю, тебе стоит посетить подобные мероприятия, чтобы в будущем уже серьезно, действительно серьезно заниматься этим. Всегда ли жертвами финансовых пирамид являются молодые люди? Сейчас мы это узнаем. Мы понимаем, что вскружить голову молодым людям очень легко. Достаточно обрисовать красивую картину будущего или финансовую независимость от родителей. Новые слова, термины не дают сомневаться в компетентности экспертов, но обмануть удается и взрослых людей. В начале февраля прошла новость о том, что компания Guaranty Global объявила себя банкротом. В числе вкладчиков сотни людей, оставшихся без своих накоплений. Внимание на экран. Именно об этой финансовой пирамиде я узнала где-то в 25 января, примерно вот. Узнала я о ней от знакомого своего по работе. Он такой как-то напряженный был, я спросила, что случилось. Он говорит, да вот, вложился, вот, жду, когда деньги придут. И я вот тоже задалась такой вот идеей. Первую сумму мы заняли у знакомых, это было 150 тысяч, а буквально через пару дней я обналичила свою кредитную карту. В итоге вышла у нас полная сумма депозита 214 тысяч там, с копейкой. Ну, решающим для нас стало это кредитное обязательство перед банками. У нас большой кредит, мы на протяжении долгого времени его уже платим. Естественно, как молодой семье не хватает средств. И это была крайняя мера, мы вот решили попробовать, а вдруг получится. Планировали именно накопить небольшую сумму, чтобы закрыть кредит. Я вступила туда 2 февраля, и 14 февраля утром она закрылась. Вот, ну как вы отреагировали? Получается же, очень много денег вы вложили. Да, мы вложили много денег. За эти 2 недели мы успели вывести только 50. Там тоже с мелочью. Ну, первый шок, конечно, был это полный упадок сил, слезы, потому что она закрылась в день моего рождения. И утром я вообще планировала накрывать на стол, готовиться к празднику. А тут, получается, мне с WhatsApp-группы звонят люди, что закрылась группа, все, и доступа туда нет. Грубо говоря, все, крах. Естественно, первый момент – это слезы, истерика. Когда вот я наблюдал за Максирайзом, да, ну и публично говорил, что эта пирамида, она вот должна лопнуть. Когда официально вышло их сообщение, что пирамида лопнула, буквально через день, через два вот основные вкладчики собрались в Якутске, и они стали решать, куда влаживать деньги дальше. Понимаете? То есть, я не знаю, как это по-другому объяснить, да? То есть, что движет людьми? Либо ими движет там просто шоу, да, какой-то хайп, либо лень, либо просто желание заработать легкие деньги, либо, я не знаю, они прямо все миллионеры, что ли, да? Но я об этом писал, да, в своих соцсетях,
активно. И вот как-то получилось, что мой текст, который вот я написал 19 января по итогам вот разрушения Максирайза, такое письмо, как бы мой анализ, оно попало в WhatsApp, да, а в письме был указан мой имейл, и он попал в WhatsApp, и он стал очень быстро распространяться, и мне стало поступать очень много писем. Люди просили совета, люди... Совета в чем? Ну, вообще во всех вопросах. И причем даже мне интересно было, нестандартный такой вопрос был очень популярен, что а куда дальше влаживаться? То есть люди не осознают, что на самом деле они потеряли деньги и что им нужно как бы обезопасить себя, они продолжают рисковать? Ну, тут как бы изначально логики никакой не было. Вот. Сейчас хотелось бы узнать мнение нашей аудитории. Что вы считаете о том, что люди безоговорочно верят финансовым пирамидам, вступают туда постоянно, и даже после провала они все равно продолжают это делать? Я считаю, что вот есть определенная категория граждан, которые, скажем так, имеют сложности с денежными средствами, в основном подвержены вступлению в такого рода пирамиды именно граждане пенсионного возраста и относительно молодые. Конечно, тоже молодым ребятам очень хочется, да. Но я бы не назвала это заработком, это даже не заработок. Заработок так это то, что я считаю, что это вы работали и вы сами заработали. Здесь у нас гражданин ничего не зарабатывает, он получает доход, скажем так, и не совсем вообще легальный, официальный, и они даже не понимают, куда они вкладывают денежные средства, чем занимается эта организация, может, она занимается нелегальной деятельностью. Вот мы слышали тоже разговор девушки, и получается, что она говорила, быстренько они вложили денежные средства для того, чтобы им нужно было погасить кредит. Вот человек попадает в ситуацию, когда ему срочно нужны деньги, конечно, он ищет любые способы и возможности где-то эти денежные средства заработать или каким-то иным путем их получить. Поэтому, конечно, вот эта категория граждан, которая нуждается в деньгах, сегодня, именно сиюминутно, они подвержены вступлению вот в такого рода пирамиды. Но ведь многие люди, стоит учитывать, что они вступают в финансовые пирамиды, уже заведомо зная, что это финансовые пирамиды. Они пишут на форумах, в соцсетях, комментариях о том, что не провалилась ли еще эта финансовая пирамида, успеют ли они вложиться и поднять свое количество денег? Что вы думаете на этот счет? Желание, может быть, каких-то действительно легких денег, надежда на то, что они успеют вовремя выйти. То есть есть люди, которые профессионально отслеживают разные пирамиды, время создания их. И движет, может быть, страсть к игре, к чему-то, к риску какому-то. Вот, поэтому вполне вероятно, я даже думаю, что внушительная часть тех, кто вкладывается, они прекрасно осознают, что они рискуют своими деньгами. Мне кажется, очень много людей вот именно зависимы от остроты ощущений, да? Допустим, в том же Гонконге, во многих странах это принято, но я точно знаю, что в Гонконге, когда прилетает самолет из Макао, там прямо каждого встречают и начинают тестировать, насколько у него зависимость выработалась на казино, да, вот на игровые системы. Я вот также думаю, что очень сильный фактор во всем деле – это именно наступившее какое-то психологическое отклонение. Знала ли Анастасия о том, что она вкладывала деньги, во что она вкладывала деньги, и надеется ли она их вернуть? Внимание на экран. Вот честное слово, я не знала. Я вот как наивный ребенок, я впервые вообще узнала, что у нас есть такое подобное. Ни слухом, ни духом. Я действительно поверила той истории, которая там была написана, что это инвестиционная компания, которая занимается обменом валюты в различных точках мира. Я вот в это поверила. Как и, естественно, дурака настроена вот такая политика. А вы сейчас как-то вот пытаетесь вернуть свои вложения? Написали, может быть, заявление, как-то боретесь? Да, конечно. В первую очередь написали в ГУМ участковому. Оттуда нам предложили в УБЭП написать, в отделение по экономической безопасности, в управлении кибербезопасности. Мы писали вообще куда только можно. Угу. Вы надеетесь, сейчас что что-то решится? Нет, я уже не надеюсь ни на что. Я уже поняла суть вообще вот этих программ, как они работают, что их оказывается немалое количество, и просто рук не хватит пересчитать
все эти финансовые пирамиды, как они устроены, как они работают. Просто кража денег, надеюсь на незнание людей, которые вот верят во все это. Так что я не думаю, что нам кто-то что-то вернет. Давайте разберемся, что же такое финансовая пирамида. Сергей, скажите, пожалуйста, можно ли определить, что вам предлагает в финансовую пирамиду вступить? Ну, прежде всего, наверное, основной признак любой пирамиды – это очень высокие проценты. Если у вас доходность обещает там выше 100% годовых, всегда будьте готовы потерять деньги. Второй такой, наверное, один из ярких признаков – это вот агрессивная реклама, такая, которая давит на эмоции, призывает действовать немедленно, быстро, а то вы можете опоздать. Третий признак – это часто бывает реферальная система, когда вас призывают приглашать своих родственников, друзей, знакомых, и за это вы получаете дополнительные бонусы. Чаще всего эти проекты скрыты, то есть не имеют явных, там, неясно, кто является собственником, кто организатором. Есть вот просто рекламные некие лица, которые призывают вас вложиться, и сомнительные проекты, то есть вам толком не объясняют, куда вкладываются деньги, просто говорят, что это либо криптовалюта, форекс, там, доверительное управление, то есть в самых общих словах. Есть достаточно большое количество видов там, пирамид финансовых, то есть в том числе есть инвестиционные якобы компании, есть кредитные кооперативы и тому подобное. И вот вы должны в первую очередь задаться целью узнать, чем занимается эта организация. Чтобы узнать вообще, каким образом эта организация зарегистрирована, достаточно просто. Сейчас есть общедоступный сайт налоговой службы, Федеральной налоговой службы, на которой есть отсылка к контрагенту. То есть вы заходите на сайт ФНС и значит, вводите данные ИНН, ОГРН, либо название организации и регион, в котором она находится. Сразу вам полная раскладка по выписке из ЕГРЮ будет выдана ежесекундно. Это делается, и вы посмотрите, когда данная организация была зарегистрирована, значит, кто является учредителями, генеральными директорами, в том числе, там, в общем, весь состав. И, естественно, АКВЭДы будут также раскрыты, там, то есть виды деятельности, по которым эта организация осуществляет, да, свою работу. Пирамидчики, они становятся хитрее и маскируют свои фирмы уже под якобы реальными проектами. То есть мы же не сможем проверить, действительно у них работает ли эта фирма где-то за 6000 километров отсюда. Мы же не сможем убедиться, есть она или нет. Что по этому поводу сказало Управление по борьбе с экономической безопасностью? Внимание на экран. Если раньше люди вкладывали денежные средства просто под какие-то обещания, то сейчас это больше всего маскирующиеся под какие-то MLM-проекты организации. Бизнес-проекты, то есть те организации, которые под видом осуществления продажи какого-то товара, или развития бизнес-проекта, то же самое обещает выплаты гражданам путем привлечения большего количества вкладчиков. Людей вывозят, покупают им билеты, везут их в Москву, там организовываются большие мероприятия, на которых выступают лидеры данных финансовых пирамид, организаций, и людям рассказывают о том, что действительно наша организация функционирует уже с такого-то года и достаточно стабильно стоит, скажем так, на рынке финансовых структур. А впоследствии выясняется о том, что это не соответствует действительности, и у нас очень большое количество пострадавших людей. Теперь хотелось бы узнать, что делать людям, которые вложили деньги. Говорить о том, что является ли организация финансовой пирамидой, мы можем только после проведения тщательной процессуальной проверки. Это с точки зрения закона, чтобы дать, скажем так, правовое основание ее действия. А как долго такая проверка проходит? По-разному. Все зависит от самих людей. То есть, если человек понимает, что действительно стал уже жертвой каких-то мошеннических действий, он имеет полное законное право обратиться в правоохранительные органы с целью восстановления своих нарушенных конституционных прав. Чем раньше он обратится, тем раньше возможность отреагировать правоохранительным органам, установить имущество, которое есть у лиц, организовавших данную организацию, дать правовую оценку, наложить арест, то есть обратить то имущество, имеющееся имущество, скажем так, с целью возмещения причиненного ущерба гражданам. А вот еще вопрос, Юлия. Скажите, а есть ли шанс вернуть деньги? Мошенническая организация, назовем ее так, неважно, пирамида, кооператив, в любом случае это мошенничество.
Изначально, конечно, эти люди прекрасно понимают, что надо сделать для того, чтобы потом не ответить перед законом в плане не именно вот уголовного, да, уголовной ответственности, а в плане материальной ответственности. То есть уголовная ответственность – это одна часть, но при всем при этом отдельным судопроизводством, скорее всего, необходимо будет подавать гражданские иски для того, чтобы взыскать вот эти денежные средства, которые вам не вернули. И, конечно же, мошенники прекрасно понимают, что надо сделать, чтобы потом не расплачиваться ни за что. Да, там, допустим, они отсидят сколько-то лет там в колонии, но затем они выйдут, и из своих там закромах своих будут эти денежки спрятаны, и они будут дальше продолжать жить. У них нет счетов. Либо эти счета, они номинальные, которые требуются для открытия организации, то есть это счет, который вот вообще не функционирует. Уставный капитал у нас для того, чтобы открыть, да, ООшку, 10 тысяч рублей. Что вы с этих денег вернете, да, когда там сотни тысяч и миллионов вкладываются в эти кооперативы и пирамиды. И второй момент. Имущества у такой организации тоже нет. Собственно, как и у учредителя и директора организации, естественно, что все оформлено на дальних родственников или на каких-то еще иных лиц, поэтому с них взять нечего. К сожалению, у нас в нашем законодательстве нет такого вида ответственности, когда такое виновное лицо заставляют отрабатывать эти деньги. И это пробел в современном законе, потому что лично я считаю, что если человек, в принципе, физически развит, здоров, он может заниматься общественно полезной деятельностью и в том числе отрабатывать свои долги после освобождения из мест не столь отдаленных. Поэтому практика, конечно, она такова будет. В данном случае лица, которые, значит, потерпевшие не будут признаны, они могут обратиться в суд. Да, вы можете в суде отстоять свою позицию, суд станет на вашу сторону, взыщет номинально денежные средства, но фактически вряд ли вы их получите. Федеральная служба судебных приставов получает в свое распоряжение исполнительный лист, начинает разыскивать должника и разыскивать его имущество. И обнаруживает, что у него ничего нет. Фактически через 3 года, если не обнаружено имущество у должника, нет у него никакого дохода, просто актом невозможности закрывается это исполнительное производство. Понятно, что после уже взыскать гораздо сложнее. Да? То же самое расследование тоже долго проводится. Да? А вот превентивно вот наши законы никак не позволяют вот заранее отреагировать. То есть, в принципе же, понятно по признакам, что идет какой-то процесс мошенничества. Да? Пострадавших пока еще нет, да? Потому что суммы выплачиваются. Нет, почему? У человека, еще раз повторюсь, есть законное право, на любом этапе он может обратиться в правоохранительные органы с разъяснением, либо с заявлением с целью дачи какой-то правовой оценки деятельности той или иной организации. Чем раньше люди обращаются, тем больше возможностей у нас, во-первых, и прекратить деятельность данной организации на территории города Якутска, ну, Республики Саха-Якутия. Просто хотелось бы, чтобы государство вот как бы вот на это обращало внимание, потому что каждый человек, он, во-первых, может бояться каких-то последствий для себя, да, он написал заявление, да, там да, могут быть проблемы, потом он сам действительно может быть не уверен, да, пирамида, не пирамида. Да, вот здесь все-таки, мне кажется, вот какая-то реакция должна быть со стороны вот надзорных, может быть, органов государственных. Я хотела бы сказать, что вот по поводу превентивных мер, вот то, что говорил Сергей, да, почему люди не обращаются заранее. Я думаю, что пока они в надежде, что будут получать какие-то там супервысокие доходы, конечно, никто не будет обращаться, никто не будет писать, потому что они же еще не теряют надежду, что они получат эти деньги. Все-таки у нас достаточно низкая финансовая грамотность в государстве, да, вообще в России. Ну, это, наверное, проблема не только на самом деле России. Мы вкладываем свои деньги. Вот здесь молодежи, я смотрю, сидит очень много, и, в принципе, у всех как-то вот тоже такое настроение, что как получить быстро и легко, да? То есть не вопрос, как нам заработать, а вопрос, как быстро и легко получить. Ну, товарищи дорогие мои, это деньги, и если вы их зарабатываете, да, давайте как-то серьезно относиться к тому, куда мы их вкладываем. Потому что финансовая грамотность сама по себе, да, ну, конечно, очень приятно разговаривать с друзьями, со знакомыми, говорить, я инвестор, я уже инвестировал в свои средства, ой, что ты, там такие проценты, процент в день. Ну, или, скажем, 3% в день. Там такой проект, сейчас же у нас такие технологии, хайп-проекты, нанотехнологии. Но если мы уделим хотя бы немного своего времени, если мы потратим
просто время на то, чтобы мы почитали действительно, что это такое, куда они вкладывают, сравним проценты с депозитами, сравним с доходами, которые можно получить на бирже, если мы покупаем, скажем, акции или облигации, вкладываемся в инвестиционные фонды, в ПИФы, да? То есть мы уже какой-то сделаем мониторинг, мы уже как-то оценим ситуацию. А говоря о надежде, хотелось бы узнать, вот человек не надеется даже, и что ему делать тогда с этим? Ну, сейчас по компании Global, это вот у нас пострадавшая компания Global, сейчас мы устанавливаем полный круг потерпевших, проводится ряд оперативно-розыскных мероприятий. Заявления довольно свежие, сравнительно недавно у нас компания Global начали пострадавшие обращаться уже самостоятельно, приходить заявления. Оценка будет дана в ближайшее время, то есть сейчас мы, используя средства массовой информации, также устанавливаем потерпевших с целью того, чтобы дать какую-то правовую оценку. И сейчас у меня один вопрос ко всем. Как вы думаете, как остановиться? Это ведь азарт. Люди действительно, мы уже слышали о том, что люди сначала проигрывают, а потом еще вкладываются. Почему они не могут остановиться? А как остановиться, самое главное, как вы считаете? В первую очередь люди не хотят смириться с тем, что они оказались обманутыми, и смириться с тем, что они лишились денежных средств. Не то, что они лишились заработка, а то, что они еще своих вложений лишились. Поэтому я думаю, что это вопросы психологического плана, а не, скажем так, юридического или какого-то иного. Поэтому здесь только, видимо, психолог поможет, и человека, видимо, не убедить. Уже несколько лет вкладчики одного из кредитных кооперативов пытаются добиться справедливости и вернуть свои сбережения. Мы встретились с вкладчиками. Давайте посмотрим, что они нам рассказали. Вон где снег лежит, вывеску убрали. Вот эта палка торчит же, огромная вывеска была. Вот ихняя, вот. До сих пор стоит это. Вы сюда приходили, получается? Приходили, тут офис работал, действовал. Это было в 2015 году. 3 года назад. Ага, 3 года назад. В общем, заключили договор, чтобы, как говорится, с процентами более-менее побольше, чтобы было. Мы же пенсионеры, малоимущие, пенсии небольшие, поэтому положили определенную сумму, думали, что какие-то проценты мы заработаем, и поэтому мы пошли на такое. Я положила на полгода, где-то летом, в июле, и должна была в конце января 2016 года взять эти проценты. И потом прихожу, и тут вообще пусто, никого нету. Я вообще была в шоке. А люди уже, оказывается, в декабре уже не могли получать. Учредитель и директор этой фирмы Кузьмина Ирина Сафроновна. Она очень хитро так сделала, перевела в сельхоз финансовый какой-то кооператив. Вначале был другой кооператив. И, акциями она всевозможными завлекала людей. У нее, тут есть даже такие документы. Провести традиционную акцию в поддержку сельского хозяйства. И тут, она технику, должны люди были выигрывать. Ага, и, на такие уловки пошла. Люди купились. А мы хотели просто так вложить и проценты получить. И ничего нет. Накопление? Да, накопление. Мы даже дачный участок продали и сразу положили эти деньги сюда. Думали. Сколько положили? Положили мы. В общем, я 620 тысяч положила. И нас, видите, исполнительное производство, очень много людей. 116 человек и на 62 миллиона. Представляете, сейчас цифра чуть больше, может 65, столько прогорело. И она, сейчас мы дело в УБЭП стали, там идет, проверка, экспертиза прошла, и нашли у нее присвоение около 10 миллионов наших денег. С того момента, как фирма захлопнула свои двери и закрыла счета, прошло уже 3 года. Люди до сих пор борются и верят в то, что смогут вернуть свои деньги. Пишут заявления в правоохранительные органы, но дело как будто даже не идет. В нашей студии вкладчики кооператива «Алса Кредит». Встречаем. По понятным причинам мы не будем называть имя нашей героини. Добрый день, спасибо, что пришли в студию. Пожалуйста, расскажите о своей истории. Я прочитала в газете, «Алса Кредит». Существует хозяйственный кооператив «Алса Кредит».
Значит, пошла в офис, там ознакомилась с учредителем, Ирина Кузьминой, Лично, Соколовой. да? Поговорила с ней, она меня убедила, что финансово устойчив, оплачивать все эти вклады. Что именно она обещала вам, вы уточняли? Ну, она обещала, глядя меня в глаза, что деньги вернет с процентами. И еще у них проводят акцию под названием «В поддержку сельского хозяйства». Что компания устойчивая, верно? Да, значит, в поддержку сельского хозяйства, да, под проценты они устроили акцию. И 2015 года, да, мы можем взыскать свои личные кровные деньги. Сколько вы вложили? Ну, эта сумма не 500, а более 1000. Немалые деньги внесла, и это я заработала своим кровным трудом. Вы что-нибудь У меня дополнительного продавали? дохода не было. Вы что-нибудь продавали? Или Ну, я брали кредит брала еще. Вот, ага. Она меня так убедила, прямо все будет все хорошо, хорошо. Вот. Вы пытались с ней связаться, с учредителем? Я пыталась связаться, вот, и не могу застать ее. В судах не приходит, и она сама скрывается. На связь не выходит. Самый простой способ, как определить, это вот отгуглить. Отзыв и название. Молодежь может так и проверить, но не все пенсионеры умеют пользоваться действительно сетью. Все, сейчас уже все. Это, по крайней мере, нужно тогда владеть, все-таки смартфоном, да, знать, как это все работает. Не знаю, мне кажется, что подавляющее большинство все равно, кто заходит именно в интернет-пирамиды, которые, да, я не говорю про кооперативы, Я соглашусь они с ведущим. прекрасно с интернетом. Мне кажется, что действительно, кто себе может установить приложение, кто может это дело все прогуглить или забить в поисковик, они, может быть, действительно и не попадутся на эту удочку. А в основном у нас, если говорить о пенсионерах, я считаю, что компьютерная грамотность, конечно, у них очень слабенькая, и поэтому, показывая вот такие действительно шикарные какие-то бумаги, и человек действительно купится. Ну вот, прямое доказательство. Люди смотрели документы, документы были в порядке, но они все равно оказались в такой ситуации. А вот тут есть такой нюанс, что нужно работать с проверенными, которые уже работают значительное время организацией. Вот эта организация, она как долго работала до того, как вы туда пришли? Ну, она работала 2006-2007 года, видимо, или еще что-то. Почти 10 лет, да? Почти, да. Ага. Почти 10 лет. Ну, действительно, срок серьезный. И как-то, получается, они до этого работали, да, и в конец, получается, не смогли уже выполнять свои обязательства. Когда я, значит, внесла деньги, да, она меня уверила, вот председатель, да, все у нее в порядке, все эти бухгалтерские балансы, все мы сдаем, как бы я смотрела, что они был сдан, да, а в конце, как она деньги все присвоила, можно сказать, да, присвоила много денег под этим акцией, да, и она тут же закрылась и исчезла. Какой процент вам обещали? 30%. 30%. Так, у меня вопрос Эльдару Габидуллину. По данному факту возбуждено ли уголовное дело? Если возбуждено, то по какой статье? И где находится вот это обвиняемый, если ей предъявлено обвинение? Под стражей или она в розыске? Отвечу. Нет, уголовное дело в настоящее время не возбуждено. Сейчас проводится процессуальная проверка. Я еще раз скажу, вот сейчас мы назначили бухгалтерскую экспертизу. По ее результатам материал будет направлен в следственные органы, где будет уже принято решение. А вот заявления вот этих потерпевших когда начали поступать? Заявления начали поступать в период с 2016 года уже. И до сих пор дело не возбуждено? Да, до сих пор не возбуждено. Ну вот то, что вот за 2 года дело до сих пор не возбуждено, это из-за экспертиз только что? Ранее, конечно. То есть мы должны установить точную сумму причиненного ущерба, установить полный круг, тут же очень много пострадавших. А есть ли надежда, что дело возбудится, и вот эти люди, граждане, да, обманутые, они получат свои деньги обратно? Ну, давайте я вот сейчас по результатам экспертизы, да, давать какую-то оценку я сейчас не буду, вот по результатам экспертизы уже мы дадим более, скажем так, правовую оценку всего происходящего, касаемо Алса-кредита. То есть она вот кинула столько людей, и она свободно гуляет на
на свободе? Должны возбудить уголовное дело, должны, и она должна нам вернуть эти деньги. У нас в регионе нету финансовых авторитетов, либо какие-то институты общественные, да, которые бы сказали, ну, как на Западе уже существуют там организации, которые присваивают рейтинги. Ну, после какого-то там анализа, да, финансового. Вот эта вот ниша сейчас свободная. Такого сейчас у нас нету в регионе. В данном случае, я говорю, первоначально, что должно насторожить гражданина, это обещание большой выгоды. Банковский процент у нас вклада депозитного не более там, вот 9-10%. Заманивают людей, опять же, словами по поводу сельского хозяйства. На святое, можно сказать. То, что людям очень близко, то, что они от сердца отрывают. И, конечно же, обещание высокого процента, затем проверяйте их деятельность путем там, запроса в налоговые. Либо это, значит, самим надо посетить налоговую службу и сделать запрос в ЕГРЮ, либо это через сайт налоговой службы тот же самый запрос о виде деятельности. И в дальнейшем уже, конечно, вы, когда будете контактировать с директором, да, с каким-то лицом, который вот управленческой деятельностью занимается, выступает активно, да, от лица этого кооператива, чем они вас завлекают? Они вам будут говорить, да, деньги, проценты вы получите, вот здесь у нас розыгрыш, здесь то. То есть не говорится о том, что наш кооператив занимается тем-то, за счет чего вы получаете свои огромные проценты. И об этом надо поинтересоваться. Если начнется какая-то заминка в речи, ступор, либо какая-то будет другая не совсем адекватная реакция, которая вас насторожит, бегом и оттуда из этого заведения. Ну, как бы вот просто вот на будущее, может быть, или кого-то других предупредить, да, чтобы тоже понимали разницу, да, вложения денег в кредитные кооперативы и в банки, вот, где вклады застрахованы. Страхование со стороны государства в размере 1 400 000 рублей. То есть, если человек вкладывает в кредитный кооператив, а кредитный кооператив действительно чаще всего дает большие проценты, а есть риски, там, скажем, непродуманной какой-то политики, потому что эти кредитные кооперативы тоже кому-то выдают кредиты, если им не возвращают, соответственно, они оказываются в такой ситуации. Наши герои верят в то, что им все-таки вернут деньги. Бывали ли случаи, когда возбуждали уголовное дело и действительно оканчивалось возвращением денег пострадавшим? Хотя бы частью какой-то. Было такое вообще? У нас в Республике Саха-Якутия вот первый случай это возбуждение в отношении уголовного дела в отношении учредителей кооператива, это ЯРКО. Поэтому у нас практики такой нет, что денежные средства возвращались. А что тогда делать людям, которые все-таки попали в такую ситуацию? В первую очередь необходимо обращаться с заявлением в правоохранительные органы по ближайшему вашему месту жительства, потому что все равно такого рода заявления попадают в Управление экономической безопасности. Да. И даже если вы понимаете, что вам ничего не вернут, что вы попали вот в такую ситуацию, не пожалейте своего времени, напишите заявление, чтобы помочь другим людям, которые могут оказаться также на вашем месте, чтобы предостеречь их. Поэтому чем раньше поступит первое заявление, тем раньше начнется оперативная деятельность по выявлению этих видов преступлений. Мне кажется, что это все-таки проблема нашей законодательной системы, так как создать, как вот я слышал, да, такую финансовую пирамиду, организацию очень легко получается, да. И вот мне кажется, надо ужесточить требования, чтобы человек, допустим, задумал, да, создать финансовую пирамиду, потом посмотрел то, что там наказание, там пожизненное заключение, допустим, и он, чтобы передумал, чтобы это все это создавать, а не так, что там наказание 2-3 года можно легко создать и отскочить, допустим. Чтобы были более серьезные наказания, чтобы люди знали, что им что-то грозит за преступление подобное. Именно вот это наказание у нас слишком мягкие, мне кажется. Многие думают, что это меня не коснется. Я вот сейчас вступлю, деньги получу, первый, да, и уйду. Вот я сейчас пытался вспомнить, за последние полгода такая ситуация была вот с Тринити. Слышали такую пирамиду Тринити? Эта пирамида, да, она действовала в основном, чуть ли не 50% капитализации всего мира, она была в Мирном, представляете, в городе Мирном. Они вот в сентябре закрылись. Потом была такая пирамида Меркурий. Меркурий, да? Она была среди спортсменов.
Ну, внутреннее. Спортсмен подходит, ты спортсмен, давай вступай к нам, кури. Потом была такая еще пирамида Мерклайф. Это пирамида среди учителей. Понимаете, вот люди, которые, по идее, должны как-то, ясность носить, да, сами, получается, стали жертвами пирамид. Мерклайф. Но вот Макси Райс, основной источник Макси Райса, это был Инстаграм, да, вот мы сейчас как посмотрели. И Currency Global, который лопнул в феврале, это был, у них очень была агрессивная реклама по WhatsApp. То есть у каждой пирамиды, да, есть своя особенность. Либо географическая, либо социальная, либо какие-то элементы, через которые они продвигаются. Ну, в конце вот что я хочу сказать, что нужен какой-то следующий шаг. Нужно создать либо какую-то общественную организацию, которая этим вопросом займется. Найти какое-то встречное понимание с органов власти. Потому что вот у большинства пирамид, у них признаки пирамид уже заранее известны, да. То есть можно хотя бы даже просто обойтись тем, что условно позвонить вот из органов, да, какому-то из организаторов и сказать, что вот у вас есть деятельность с предметами мошенничества, да. Ну, просим вас, допустим, остановиться. Я уверен, что половина остановится сразу. Каждый гражданин у нас может обратиться с заявлением письменно, устно. Правоохранительные органы обязаны его принять, зарегистрировать, и провести проверку по обращению. То есть можно использовать как превентивные меры. Что нужно сделать, чтобы все-таки заработало, чтобы люди смогли вернуть себе свои деньги или хотя бы часть? Денежные средства, получите вы или нет, это зависит только от того, имеется ли у должника имущество. Вы представляете, вот сейчас было озвучено, что вот Алса кредит, да, 62 миллиона. Вот один человек ответит за 62 миллиона, да даже 10. Но вы представляете, это невозможно. Как заставить их работать и чем рассчитываться? В принципе, там нереально рассчитывать на то, чтобы вернуть деньги из этих организаций. Реально только ожидать того, что будет дело уголовное возбуждено, и в рамках уже уголовной ответственности они понесут. Хочется поддержать наших сегодня гостей, потому что действительно ситуация, скажем так, неординарная. Действительно, если вам предлагают очень высокие доходы, и если вы понимаете, что эти доходы идут только за счет привлечения других людей, то все-таки обращать на это внимание. А всем слушателям, конечно, хочется пожелать, чтобы уделяли время вопросам финансовым, потому что на самом деле это вопросы не праздные, это те вопросы, с которыми мы сталкиваемся, скажем, в нашей жизни ежедневно. И, может, какая-то надежда есть по поводу, что какая-то часть средств будет возвращена. Но в целом, конечно, всем хотелось бы посоветовать действительно заниматься своим финансовым образованием. Хотелось бы, чтобы государство этому внимание больше уделяло. Это должно быть и в школе, я считаю, для того, чтобы люди выходили уже со школьной скамьи подготовлены к таким каким-то жизненным ситуациям. А какие нужны поправки в законе, чтобы он максимально был привлечен к ответственности? Вообще, конечно, это глобальные изменения законодательства, потому что пробелы просто гигантские. В первую очередь, у нас нет страхования кредитных этих кооперативов. Если их деятельность была бы застрахована, то сейчас мы бы вас здесь не видели. Вы бы просто получили свои денежные средства в рамках страхового размера, который предусмотрен, да, как у банка. Второй момент. Если мы говорим о том, что об уголовной ответственности уже, это привлечение к ответственности не только организаторов, но и тех людей, которых мы видим на экранах. То есть те, которые показывают свои деньги огроменные в таких пачках, что я получил, да, конечно, мы не знаем, получил он эти деньги наверняка или нет, но в любом случае он производит впечатление, что он смог заработать на этой виде деятельности, в кавычках, денежные средства в таком объеме. То есть привлекать к ответственности тех людей, которые способствуют рекламе этой пирамиды. И в том числе, конечно, необходимо ужесточить наказание по поводу именно
финансовых вот этих организаций, которые обманывают, вот именно пирамид, именно выделить именно по ним, да, может быть, даже и по всем вообще финансовым преступлениям, то есть ужесточить уголовную ответственность. И в том числе, вот как я уже говорила, у нас не предусмотрена отработка долгов. Да, это было бы очень полезно. То есть человек у нас освободился в колонии, он в колонии может работать. У нас есть в колонии трудовые места, пожалуйста, можно осуществлять, отрабатывать гражданские иски в том числе. Освободился из колонии, продолжай работать. В первую очередь, чтобы ты восстановил свое место в обществе, в нашем, ты должен вернуть свои долги. Наши герои верят в то, что им все-таки смогли вернуть себе свои деньги или хотя бы часть. Что ж, мы благодарим всех участников нашей сегодняшней передачи. Помните, закон всегда на вашей стороне. Защищайте свои права и не молчите о своих проблемах.